Бандитская семейка Рахмона продолжает бушевать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как прокуратура Бахтара начала расследование по факту ножевого ранения женщины в доме родственника президента. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Прокуратура города Бахтар начала расследование по факту ножевого ранения женщины в доме председателя отделения Тачик Матлубот по Хатлонской области Азизула Сахибова. Вечером 10 октября из этого дома в больницу с ножевым ранением увезли 36-летнюю женщину. Азизула Сахибов затем в беседе рассказал, что женщина сама нанесла себе удары ножом и никто не причастен к произошедшему. Источник в УМВД по Хатлонской области сообщил, что в минувшую пятницу материалы, собранные УМВД, были переданы в прокуратуру Бахтара. По его словам, ту ночь в доме Сахибова были в гости в количестве 25 человек, большинство из которых уже опрошены. Источник также сообщил, что уголовное дело по данному факту пока не возбуждено. Как вам такой абсурд? Женщина сама себе нанесла ножевые ранения в доме родственника президента. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. УМВД области опросила всех свидетелей инцидента и составила материалы, которые переданы в прокуратуру Бахтара, сказал он. В прокуратуре Бахтара пока не дают комментариев по данному делу. Ранее источник сообщил, что 36-летняя женщина является подругой Азизула Сахибова. 50-летний Азизула Сахибова является братом Заира Сахибова и приходится дядей Шамсулу Сахибову, зятю президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Азизула Сахибов сказал 20 октября после публикации новости, что в тот вечер к нему домой приехали гости из Фуджанда и Душанбе, и он не знает, с кем была эта женщина. Соседи Сахибова рассказали, что вечером 10 октября, незадолго до инцидента, в дом Азизула Сахибова пришли несколько мужчин и женщин, и оттуда раздавались звуки веселья. Затем, по словам одного из очевидцев, вдруг из дома донеслись вопли, и после того, как из дома вывезли окровавленную женщину, то туда подъехали сотрудники милиции. «Я не знаю эту женщину, и даже наоборот помог ей, чтобы она нашла свою дорогу в жизни. Кто-то омрачил ее рассудок, и она совершила это. Она сама сказала это перед всеми сотрудниками управления УМВД по Хатлонской области. Вот так. Помогаешь и еще выслушиваешь за это. Она уже во второй раз пыталась это сделать», заявил Сахибов. По его словам, он не видел собственными глазами, как женщина нанесла себе в его доме удары ножом в шею. И это при том, что несколько собеседников в силовых структурах Хатлонской области сказали, что на женщину напал Азизула Сахибов. Врачам при доставлении пациентки в Бахтарскую больницу Карабола сказали, что женщина попыталась совершить самоубийство. 20 октября в ОМВД Бахтара подтвердили факт инцидента, но при этом заявив, что дело ведет Управление внутренних дел по Хатлонской области. Врачи больницы сказали, что пострадавшая поступила к ним с ножевым ранением в шею. Они наложили швы и зашили рану, и через несколько дней женщина выписалась из клиники. Азизула Сахибов проживает в Бахтаре и уже много лет является председателем общества Таджик Матлубот в Хатлонской области. Семье Сахибовых принадлежат десятки различных предприятий в Таджикистане. Они владеют большим рынком Хаджи Шариф в Бахтаре и компанией Фарос, в состав которой входят десятки крупных предприятий. Как вы думаете, это дело получит ход и виновный будет наказан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.